Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как прямо на ходу сгорел автомобиль. Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем, как прямо на ходу сгорел автомобиль. Огнетушители не помогли. Расскажем, как жительница Тамбова обманывала продавцов в Татарстане. Попросим у них извинений и денежки им отдадим. И почему они сами отдавали ей деньги. В Казани впервые в России огласили приговор организованной группе, занимавшейся суррогатным алкоголем. Какой вердикт услышали ее участники? Это и не только прямо сейчас. УАЗ выгорел дотла сегодня днем на Мамадышском тракте в Казани. Как рассказал водитель, в машине возникли неполадки, после чего произошел хлопок и автомобиль объяло пламя. Потушить огонь пытался и сам водитель, и очевидцы. Остановилась и водовозка, из которой поливали горящее транспортное средство. Но все это не принесло желаемого результата. Расстроенный водитель рассказал Айрату Назипову, как все произошло. Клубы белого дыма, исходящие из горевшей машины, были видны издалека. На помощь водителю бросились десятки очевидцев. Тушили пламя, что называется, всеми силами. В ход шли все подручные средства. Боролись с пламенем кто как мог. Ребята останавливались, человек 10-15. Но много ребят вышло. Молодцы, спасибо им огромное. С огнетушителями. Не смогли. Потом водовозка остановилась. И с водовозки уже я пытался потушить. Залил вроде как бы, но пожарные приехали, до конца затушили. Водитель рассказал, что ехал на служебном автомобиле по Мамадышскому тракту, и в какой-то момент его УАЗ попросту заглох. Попытки завести машину не венчались успехом, а мгновениями спустя случилось то, чего он никак не ожидал. Да не было никаких проблем, она заглохла. Пытался завести, был какой-то хлопок под этим и возгорание. Все. По мнению самого водителя, пожар начался в моторном отсеке. Позже огонь распространился по всему салону автомобиля и спалил его дотла. Мужчина в это время был в салоне один и успел выйти из машины. В происшествии никто не пострадал. Точную причину возгорания предстоит выяснить пожарным дознавателям. Айрат Назипович, Алла Рыкова, Азат Самигуллин, Вызов 112. Два автомобиля BMW и Lada 14 модели превратились в груду искореженного металла после столкновения на пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко. Водитель одной из столкнувшихся машин оказался в больнице. Второй также получил травмы, но от госпитализации отказался. Один из автомобилей выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Но какой именно на месте, никто сказать не смог. Лина Зинатуллина выяснила подробности. Он не должен был там быть, а он там был. Эту поездку с женой в кино 23-летний водитель БМВ будет вспоминать еще долго. Молодой человек признается, хотел сделать любимой приятное. Только на киносеанс они так и не попали. Вместо этого угодили в серьезную аварию на пересечении улиц Чуйкова и Бондаренко. Мужчина рассказал, что столкновение с Ладой 14 модели, ехавшей по Чуйкова, произошло в тот самый момент, когда он сам пересекал перекресток, почти в самом его центре. Я ехал на моргающий желтый, точнее, он только желтый загорелся. То есть я в правых был, просто завершить свой маневр. Конечно, я ехал прямо со своей женой, и он просто выехал как бы на дорогу. 23-летний водитель «Лады» в результате аварии получил ушиб мягких тканей головы и был госпитализирован в 7-ю городскую больницу. В деталях объяснить произошедшее не смог и пассажир отечественного автомобиля. По сторонам не смотрел. Ну а кому горел красный? Я в том-то дело на этот вопрос ответить что не могу. Потому что в данный момент был за телефоном. По предварительной версии сотрудников ГИБДД на красный свет выехал водитель иномарки. Все детали случившегося еще будут разбирать в автоинспекции. Лена Зинатуллина, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Лада 14 модели попала под длинномер на повороте с Сибирского тракта на проспект Ямашева. Водитель легковушки перед поворотом занял крайний правый ряд, и в этот момент его зажала совершавший такой же маневр фуры. Она была чуть левее. В результате легковушка в считанные мгновения превратилась в металлолом. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Повезло, да? Родился в рубашке, так говорят про водителя легковушки, его же товарищи. Автомобиль после столкновения изменился до неузнаваемости, на молодом человеке ни царапины. 14-я шла по крайней полосе. Фура ехала вот по второй полосе.
Вот он спускался, и фура, получается, на повороте пошла на обгон. И вот здесь легковушку зажала. Так и было. Столкновение произошло при спуске перед поворотом с Сибирского тракта на проспект Ямашева. Угол поворота там больше 90 градусов, и совершить маневр из крайнего ряда длинномер бы не смог. Вероятно, поэтому и сместился влево, а при повороте прижав легковушку. Кто прав, кто виноват, будут устанавливать уже сотрудники автоинспекции. Рамиль Шайдуллин, Динара Камалова, Константин Бушуев. Вызов 112. Лоб в лоб столкнулись «Жигули» 4-й модели и КАМАЗ на трассе Чистополь-Нижнекамск. По предварительной версии, водитель легковушки, мужчина, вероятно, с ограниченными возможностями, выехал на встречную полосу прямо перед грузовиком. За жизнь мужчины сейчас борются медики. Окраина деревни Ачи, трасса Нижнекамск-Чистополь, дорога прямая, но скользкая из-за дождя. Именно здесь «Жигули» лоб в лоб столкнулись с КАМАЗом. Легковушка выбросила в кювет. Все, что осталось от автомобиля, это искореженная груда металла. По предположениям очевидцев, водитель легковушки мог уснуть за рулем и, возможно, был нетрезв. У него взяли анализы, но их результатов у автоинспекторов пока нет. Вы водитель ждать? Нет? Нет. А кто водитель? Он сам в машине сидит. Водитель КАМАЗа от комментариев отказался, находился в состоянии эмоционального шока. Не может поверить в случившееся. 50-летнего водителя «Жигулей», вероятно, мужчину с ограниченными возможностями, госпитализировали. За его жизнь борются врачи. Состояние на данный момент тяжелое, пока пациент находится в состоянии травматического шока. Поэтому необходимо оперативное вмешательство. Точную причину аварии установят автоинспекторы после детального изучения всех обстоятельств и получения результатов экспертизы состояния водителя легковушки. Альбина Минибаева, Регина Сулейманова, Ринат Харасов. Вызов 112. Приходила в магазин с одной суммой, уходила с вдвое большей и с покупками. В полицию Нижнекамска стали поступать заявления о мошенничествах. Потерпевшими оказались продавцы и кассиры магазинов. Они, описывая одну и ту же женщину, рассказали, что она подходила к ним с покупками, и они сами отдавали ей деньги. Только потом понимали, что это был обман. Альбина Минибаева узнала тонкости обмана. Сейчас мы сразу им вознесем, попросим у них извинений и денежки им отдадим. Вину свою эта женщина признала частично. Из 3 вменяемых эпизодов призналась только в 2. По версии следствия, 27-летняя уроженка Тамбова приходила в магазин под видом обычной покупательницы. Выбирала недорогой товар, шла на кассу, делая вид, что готова рассчитаться. Держала в руках 5000-ную купюру. Пока продавец пробивал покупки, женщина всячески отвлекала ее разговорами. Расчет оправдывал себя. Каждый из продавцов был уверен, что получил деньги. Женщина же просто убирала их в свой карман. В итоге подозреваемая уходила из магазина со своими деньгами, сдачей и товаром. Таким образом, уверены оперативники, она в общей сложности обманула кассиров на сумму около 15 000 рублей. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным статьей Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Подозреваемая заключена под стражу. Задержали женщину на съемной квартире в Набережных Челнах. Сейчас следствие проверяет задержанную на возможную причастность к другим аналогичным преступлениям в Татарстане и за его пределами. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Алла Рыкова. Вызов 112. В Казани впервые в России вынесли приговор участникам организованного преступного сообщества, созданного для производства и продажи суррогатного алкоголя. Раньше доказать, что организовать масштабное производство контрафакта одному человеку не под силам, никому не удавалось. Айрат Назипов выяснил масштабы криминального бизнеса и узнал, какой вердикт вынес суд. Все 12 человек, оказавшиеся на скамье подсудимых, входили в состав преступной группы с 2009 года, доказали суду следователи. Именно тогда один из организаторов создал преступное сообщество специально для изготовления и продажи суррогатного алкоголя. Оставаться на свободе так долго им помогала четкая организация и слаженность действий. Каждый участник хорошо знал свои обязанности. Чем можно объяснить, что вот здесь столько огромное количество этих бутылок? Я ничем. Вы ничем, да? Вы до этого в гараж не сходили? Бизнес наладили на широкую ногу. Согласно уголовному делу, каждая из 3 групп, входивших в преступную организацию, имела свои места изготовления, хранения, а также реализации суррогата. Приобрести алкоголь можно было в торговых павильонах, рюмочных и лично у самих организаторов этого бизнеса. С какой целью здесь находитесь? Встретился. С кем? Вот с этим человеком. Для чего? Переговариваем. О чем переговариваем? Ну, просто отношения. По поводу алкогольной продукции. Что можете пояснить? Я
Ничего не могу пояснить. Сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых приобретена алкогольная продукция как у самих фигурантов, так и в местах сбыта. В местах изготовления и хранения контрафактной продукции оперативники обнаружили и изъяли фальсифицированную алкогольную продукцию с маркировкой российских и иностранных производителей. Под этикетками с громкими названиями скрывался опасный для здоровья и жизни суррогат. Это результат экспертизы. Кроме огромного количества алкоголя, оперативники нашли стеклянные тары, этикетки и наличность – более 1 000 000 рублей. Изучив записи черной бухгалтерии, которую вели подсудимые, оперативники установили – ущерб правообладателей составил не меньше 11 миллионов рублей. Лицо закрывайте. На скамье подсудимых группа оказалась в полном составе. В зависимости от исполняемых ролей они получили наказание от 2,5 лет условно до 8,5 лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, 4 членов группы суд обязал выплатить штрафы в общей сложности почти 1,5 миллиона рублей. Айрат Назипов, Алла Рыкова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.